Нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. С прошлого года в регионах начали создаваться центры управления регионом. Образцом стал уже существующий в Московской области центр, в основе которого лежит портал обратной связи с населением «Добродел». Так что же такое центр управления регионом, чем он отличается от ситуационного центра или других порталов с обратной связью? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Это Вадим Никишин, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог региона». Вадим, приветствую. Здравствуйте. В течение нескольких последних дней в городе Якутске проходил Дальневосточный форум про людей 2021. На одной из площадок вы принимали участие в качестве спикера. На сессии на панельной обсуждали вопрос влияния на качество жизни вот этих как раз-таки центров управления регионом. Расскажите подробнее об этой сессии и какие вопросы во время нее были наиболее актуальны, заданы и озвучены. Самый актуальный вопрос, конечно же, как сделать работу центров более эффективной именно для граждан, для жителей. Соответственно, обсуждались вопросы взаимодействия. Центры работают по всей России, как вы уже говорили. И отличительной чертой является то, что центры позволяют ускорить коммуникацию между властью и обществом. Что на самом деле самое главное. Да. В последний момент. Я так понимаю, по стране вы ездите очень много и знакомитесь с практиками на местах. И вот расскажите, побывав в Якутске, что вы увидели для себя нового и какой опыт города Якутска вы могли, скажем так, посоветовать в другие регионы, и чем вообще подход в городе Якутске к получению обратной связи и на реагирование на нее отличается от других регионов? Очень хорошие предпосылки для выстраивания такой неформальной обратной связи, потому что глава Якутии Айсен Сергеевич, он является таким, можно сказать, трендсеттером. То есть в свое время, когда только главы начинали выходить в онлайн, Айсен Николаевич, можно сказать, возглавил это движение, и были федеральные новости, даже когда там показывали, как он в своем кабинете дает прямой эфир сразу в 3 основных соцсетях. Поэтому люди уже привыкли к тому, что власть человеческим лицом, и эта коммуникация становится для людей понятной. Они знают, что чиновники – это люди, соответственно, вот этот опыт, вот такой, трансляция такого подхода, она, в принципе, наверное, отличает Якутию от других регионов. То, что здесь нет такой сакральности власти, такого представления о сакральности власти у чиновников. Насколько я знаю, что и бывший премьер Солодов на Камчатке сейчас практикует аналогичные совершенно практики, и все это восприняли довольно-таки на ура. В рамках форума накануне глава столицы Евгений Григорьев анонсировал создание муниципального центра управления в столице. Как вы думаете, поможет ли это улучшить качество жизни якутян и решить все-таки самые острые вопросы населения, которых много? Действительно, вопросов много, и большинство из них приходится как раз-таки на столицу, что неудивительно, самый большой город. Поэтому, конечно, центр муниципального управления сделает работу органов власти более эффективной, опять же, позволит сократить дистанцию, позволит обратить внимание на какие-то насущные проблемы, помочь с методологией их решения. Поэтому впереди много работы. Открытие центра все-таки это инструмент, а открытие центра само по себе не решает проблемы. Впереди много работы, но, как я уже говорил, почва есть куда стремиться. Говоря о госуправлении, постоянно возникает связка слов «новые системы». О них говорят очень много. Система госуправления постоянно модернизируется, чтобы стать, опять же, более прозрачной и понятной для жителей. Так все-таки новые системы, что это за системы? На каком уровне сегодня, на ваш взгляд, находится диалог власти и людей, опять же, в рамках вашего видения страны в целом, потому что бываете вы очень много где. И как в этом случае следует дальше действовать и власти, и людям, чтобы их власть услышала? Я бы, наверное, сделал акцент больше даже не на системах, а на подходе. Ключевой подход, который меняет, в принципе, и определяет будущую политику, можно его назвать клиентоориентированность. То есть, когда жители рассматриваются как клиенты, которым нужно оказать сервис. И этот подход во многом определяет то, в каком направлении будут развиваться в том числе и системы, если мы говорим о каких-то программных продуктах. И основная задача сейчас – это оперативность, то есть оперативная информация для принятия управленческих решений.
Вот в том числе прошедшая накануне перепись населения показала, что в принципе люди охотно начали пользоваться государственными и муниципальными услугами в интернете. Вы, когда работаете с обратной связью, все-таки какую картинку видите, насколько удалось сейчас людей приучить писать, озвучивать свои проблемы именно в интернете на соответствующих площадках, обращаться в различные ведомства, там это и прокуратура, может быть, и Роспотребнадзор, опять же, тот же портал оказания государственных муниципальных услуг. Насколько выросла эта потребность среди людей? Смотрите, на самом деле людей даже приучать не нужно было. Люди сами начинают писать, когда видят эффективность этого канала информации. А заметить его просто потому, что все общение ведется в публичном поле, то есть это открытые комментарии. Как я уже говорил, Айсен Сергеевич является таким, можно сказать, лидером общественного мнения. На него подписано много жителей как республики, так и из других регионов, за ним следят. Соответственно, если кто-то в комментариях написал главе, его проблему решили там же в комментариях, то это увидели все люди, которые на него подписаны. И, соответственно, они понимают, что это эффективный канал коммуникации, что можно написать, получить ответ. И поэтому мы пока еще не вышли даже на плато. У нас постоянный рост, постоянная динамика и количество сообщений увеличивается. И также мы видим некую корреляцию с официальными обращениями, их становится меньше. То есть люди понимают, что в интернете проблемы решат быстрее, они уже не пишут какие-то стандартные там, письма формализированные, они заходят в площадку, выходят в интернет, там, где они привыкли проводить время, там получают уже сервис от власти. Вот такой емкий вопрос сейчас задам. Все-таки существуют ли какие-то, говоря об обратной связи, существуют ли какие-то цифры о том, какой процент обращений, по крайней мере, хотя бы ответ получил, а может быть даже и проблема была решена. Опять же, это в рамках среза по России, какие вопросы больше всего интересуют россиян, с которыми они обращаются, и все-таки обратная связь в Якутии отличается ли от среднероссийской обратной связи, которую государство дает? Если мы говорим про пул вопросов, то по стране в целом ситуация плюс-минус одинаковая. Сейчас на первом месте это темы, связанные с коронавирусом, коронавирусными ограничениями, QR-кодами. Ситуация, в принципе, везде одинаковая. А так у нас бессменная тройка лидеров – это дороги, благоустройство и ЖКХ. Это те проблемы, которые волнуют людей по всей стране, и там просто с небольшим отличием эта тройка может варьироваться. Ну и, конечно же, вопросы здравоохранения, коронавируса, о чем я говорил. Если по цифрам, мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто написал в интернете, обратился к органам власти, каждый получил ответ. Поэтому процент стремится где-то к 90, я думаю. То есть 9 из 10 человек, обратившихся, ответы получают? Да, здесь же как бы еще есть объективные сложности с тем, что интернет огромен, то есть нельзя объять необъятное. Мы полагаемся на программное обеспечение, но даже машина иногда делает ошибки, и просто чье-то сообщение может не попасть, его могут не заметить, оно может потеряться. И вот как раз на такие случаи мы 10% и оставляем примерно. А входят ли в эти 10% обращений, которые были поданы, может быть, с какими-то ошибками, и как от этих ошибок предостеречь? Здесь как раз нет какой-то строгой формальности, как должно выглядеть обращение. И даже нет строгой формальности, каким должен быть ответ, потому что работа в социальных сетях не регулируется федеральным законодательством, 59-м законом о порядке работы с обращениями граждан. Поэтому можно сказать, здесь главное, чтобы была четко сформулирована проблема, тогда на нее можно получить ответ. Ну и говоря о вашем визите, насколько я знаю, вы в Якутске первый раз, ваши впечатления от нашего северного города и национальная кухня наша, все, удалось ли попробовать уже что-то? Попробовать удалось, да, очень вкусно. Город впечатляет масштабами в таком суровом крае, при таком климате. Это действительно практически мегаполис. Очень необычно. Я бывал в северных городах и в больших северных городах, например, в Мурманске, но там не чувствуешь, что вся жизнь подчинена какому-то природному явлению, скажем так. То есть вот дома на сваях, машины, укутанные в шубы, это, конечно, так впечатляет. Немножко как будто на другую планету попал. Ну и опять же, перед программой мы говорили о том, что обязательно приезжайте в минус 50, чтобы полностью почувствовать те условия, в которых мы живем и радуемся этой жизни. Обязательно. В завершении беседы ваши пожелания нашим телезрителям. Очень гостеприимный край, очень добрые люди. Мое пожелание
оставаться такими же добрыми, гостеприимными. Вадим, благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Вадим Никишин, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы». До встречи в эфире. Берегите себя и не забывайте носить маски в общественных местах.